В эфире БСТ, передача «Интервью», в студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Вадим Петрович Захаров. Это ректор Уфимского университета науки и технологий, доктор химических наук и профессор. Вадим Петрович, я вас приветствую. Здравствуйте. Ну, абитуриентская кампания не за горами, как говорится, и хотелось бы в начале нашей беседы узнать, что вот у нас по набору на бюджетные и коммерческие места. Да, действительно, мы выходим на финишную прямую по приемной кампании, хотя мы никогда не останавливаемся с точки зрения взаимодействия с нашими абитуриентами, будущими абитуриентами. И сейчас действительно идет пора выбора и подготовки к единым государственным экзаменам. К чему наш университет подходит приемной кампании 2026 года? Это самое большое количество бюджетных мест, это больше 7 тысяч, это практически на 8% больше, чем в прошлом году. Поэтому шансы поступить на бюджетное обучение в этом году больше. Кроме того, все прекрасно знают, что сейчас в российской системе высшего образования с этого года, с 2026 года, платный набор на платное обучение регулируется Министерством науки и высшего образования. Надо отметить, что в прошлом году мы 7600 абитуриентов поступили к нам на платное обучение, и в этом году это количество мест мы не изменяем, не уменьшаем. Это говорит о том, что наш учредитель, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, оценивает качество платного приема, масштабы платного приема, и мы достойно в прошлом году и предыдущие годы сделали платный набор, что, соответственно, в этом году и не снизилось. Поэтому, опять-таки, возможность для получения образования, по которому не так много бюджетных мест, либо нет бюджетных мест, есть возможность поступить на уже коммерческую основу. Какие-то значительные изменения еще в лучшем вузе республики есть у нас? Что касается возможностей для поступления и для качественного образования, конечно же, это наши флагманские программы, образовательные программы. Ну и то, что, скажем так, последнее, наиболее значимое для нас направление, мы очень активно сегодня включились в подготовку специалистов в области информационных технологий и уже второй год реализуем единственная в Республике Башкортостан программа, так называемый ТОП-IT. Это подготовка высококлассных специалистов в области IT-индустрии вместе с теми предприятиями, которые сегодня работают в отрасли информационных технологий. Вот. Ну, наверное, вот это вот, с тем мы заходим и отвечаем на те вызовы, которые сегодня есть у абитуриентов. Вадим Петрович, честно говоря, что, по вашему мнению, необходимо сделать для того, чтобы отток студентов не уходил у нас в другие регионы? То, о чем вот и глава у нас региона Радик Фаридович Хабиров говорил, да, чтобы после завершения вуза все-таки наши студенты оставались здесь у нас в Башкирии. Ну, на самом деле очень много делается, очень много уже сделано. Это, конечно же, возможность получения в системе высшего образования, в гражданском вузе военной специальности, то, что есть в регионе и в нашем университете. Обучение на военно-учебном центре приравнивается к службе в армии, срочной службе в армии. Это есть. Значит, весь перечень образовательных программ, который в принципе может быть, реализуется в Республике Башкортостан и в нашем университете в том числе. И, конечно же, это хорошая современная инфраструктура в виде межвузовского студенческого кампуса, плановый срок сдачи которого запуск в эксплуатации планируется в конце года. Поэтому здесь, собственно говоря, у нас сформирована исторически хорошая научная школа, хорошее высшее образование, качественное высшее образование. Мы готовим специалистов, которые востребованы именно здесь, в Республике Башкортостан, потому что ландшафт образовательных программ, ландшафт научных школ, он сформирован именно по тому, что востребовано в Республике Башкортостан, ну и в ближайших регионах. Вот. А кампус – это комфортное проживание в общежитиях и современная инфраструктура для лаборатории и аудитории. Это то, что действительно будет и уже привлекает абитуриентов продолжать обучение здесь. А будучи еще журналистом, снимая какие-то материалы для отдела выпуска новостей, лично общался со студентами, с абитуриентами, которые хотели изначально уезжать куда-то в другие регионы, да, но потом все-таки приходили к решению, что все-таки будут учиться
здесь у нас в Башкирии, в том числе и в нашем главном, лучшем вузе, да, республики. И одна из тех причин — это и материальная подоплека. Вот про это что можете тоже сказать? Ну, сегодня, что касается корпоративных образовательных программ, это, во-первых, целевое обучение, то есть гарантированное трудоустройство после окончания университета, и все работодатели, все те индустриальные партнеры, предприятия, организации, которые сегодня заказывают целевой прием, они в процессе обучения доплачивают стипендию. Это, собственно говоря, хороший, достаточно мотивирующий фактор, плюс к базовой государственной стипендии от индустриального партнера, ну и гарантированное трудоустройство. Ну, у нас, наверное, лидерами по, скажем так, комфортным условиям с точки зрения материальных выплат является программа «Крылья Ростеха». Мы в прошлом году вошли в опорный университет госкомпании Ростех, и флагманская программа «Крылья Ростеха», там стипендия с первого курса от 30 тысяч. Кроме того, наши внутренние выплаты университета победителям, призерам перечневых олимпиад, которые поступают в университет без вступительных испытаний, там стипендия первый год обучения у нас доходит до 100 тысяч ежемесячно. Вот, поэтому, ну и плюс ряд корпоративных программ с «Газпромнефтью» и с другими индустриальными партнерами, которые формируют свои стипендиальные программы, и, собственно говоря, все это можно посмотреть по сайту приемной кампании по тому или иному направлению подготовки, которое интересует абитуриента. Ну, очень хороший стимул, я считаю. А что в приоритете? Инженерное образование все-таки? Ну, конечно же, сегодня Российская Федерация сформулированы национальные проекты технологического лидерства, они прежде всего направлены, конечно же, на то, что требуется подготовка инженерно-технических специалистов. И тут у нас исторически подготовка кадров для авиационной, авиастроительной, машиностроительной отрасли, хорошие школы и хорошее количество бюджетных мест. Безусловно, мы видим востребованность ежегодно у абитуриентов поступать на инженерные специальности повышается. Мы все сегодня видим прекрасно, что финансируется открытие высокотехнологичных предприятий и производство продукции, которая до этого времени закупалась за пределами Российской Федерации. Поэтому сегодня это вложение в инженерные направлений, соответственно, спрос на инженерные кадры есть. Проблем с поступлением на инженерные специальности, естественно, научные специальности в нашем университете нету. То есть достаточное количество бюджетных мест, хороший спектр образовательных программ, поэтому мы и при встрече с абитуриентами приглашаем рассмотреть возможность подготовки будущих инженеров в нашем университете. Но не менее актуальны, вернее, как обстоят дела с биологией, с химией, другими науками? Это базовые направления, которые формируют базовые отрасли и под химию, и под физику, и под биологию и ряд других естественных направлений, в том числе сформированы национальные проекты сегодня. Это новые материалы, это биоэкономика, и там основной упор на междисциплинарность. С учетом того, что в нашем университете широкий спектр образовательных программ, это позволяет нам внутри университета формировать направление подготовки на стыке наук, междисциплинарной. Это не только между химией, физикой, например, или химией, биологией, это и связка естественных наук с гуманитарными направлениями. Особенно ярко и активно сегодня развивается стык информационных технологий и гуманитарных направлений. Это и использование искусственного интеллекта во всех то, что нас сегодня окружает. Вот это вектор, который сегодня в нашем университете развивается. Вадим Петрович, хотелось бы узнать, в университете создана третья в мире и единственная в России кафедра ЮНЕСКО по геопаркам. Вот про это можно все? Это хорошая история. Мы достаточно долго готовили эту заявку, и все мы прекрасно знаем, санкционное давление сегодня это не только на, скажем так, экономику, это и вышло и на образование, но тем не менее нам удалось получить статус ЮНЕСКО, кафедры ЮНЕСКО по геопаркам. Для Республики Башкортостан это актуально. Почему? Потому что первый и, уже не единственный, но самый первый геопарк в
в Российской Федерации был создан в Республике Башкортостан. Это геопарк Янгантау. Сейчас уже второй геопарк Таратау создан в Республике Башкортостан, уже с участием специалистов, наших специалистов, по направлению деятельности кафедры ЮНЕСКО в области геопарков и территорий устойчивого развития. И мы видим, что эта кафедра является хорошим инструментом для международной кооперации с дружественными странами, потому что сохранение культурного наследия, памятников архитектуры и других исторических, значимых для человечества объектов, это беспокоит сегодня все страны мира. И кафедра ЮНЕСКО позволяет нам очень активно взаимодействовать и находить международных партнеров для реализации международных образовательных программ и кооперации в области научных исследований. Поэтому это достаточно хороший инструмент, который позволяет в том числе развивать это направление и в Республике Башкортостан. Кстати, хотелось узнать с иностранными студентами в связи со строительством кампусами, то, о чем вы говорили, из года в год тенденция растет в том, что все больше студентов приезжает сюда. Безусловно, взаимодействие для экспорта образования и привлечения иностранных специалистов, студентов для обучения в наш университет – это стратегический проект в области международного сотрудничества. Но мы расширяем спектр механизмов взаимодействия с нашими международными партнерами. Например, в этом году с университетом Чжэнчжоу мы открыли совместный институт. И набираем 240 абитуриентов. Первый набор исключительно из граждан Китайской Народной Республики поступает на 4 образовательные программы, по окончании которых получает 2 диплома нашего университета и Китайского университета партнера. Кроме того, заходим на совместные образовательные программы с выдачей двойных дипломов по направлению востоковедения, флагманской программы, которая реализуется у нас в университете уже не один год, это международный бизнес, поэтому спектр взаимодействия и возможностей для получения зарубежного диплома зарубежного университета в нашем университете, это год от года этих возможностей становится все больше и больше. К сожалению, эфирное время у нас ограничено. И напоследок хотелось бы узнать, будут ли открыты новые образовательные программы или специализации? Ежегодно все образовательные программы, которые реализуются в нашем университете, они актуализируются не менее чем на 10%. Поэтому, несомненно, идет актуализация на образовательных программ, но и открываются новые программы, опять-таки связанные с междисциплинарностью. Это наноматериалы, геофизика, биоинформатика, искусственный интеллект в прикладных аспектах. Поэтому, безусловно, мы очень активно ориентируемся на рынок труда и готовим специалистов не только для отрасли сегодня, но и для будущих специальностей. Ну что ж, Вадим Петрович, спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я же напомню, что у нас в гостях был Вадим Захаров, это ректор Уфимского университета науки и технологий, доктор химических наук и профессор. Я же с вами прощаюсь, а вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.